Ашаптек бордунмы? Халқын мында. Крымские татары простились с Айше Сейтмуратовой. Правозащитница, диссидент, журналист, историк. Ее судьба по праву считается одной из самых ярких страниц в книге крымско-татарского национального движения. Всю жизнь она посвятила борьбе за права своего народа. И сегодня в последний путь ее провожали сотни крымских татар. Айше үшін келіп кетеді бір күн Озғаранмен Баймет-хан Сұлтан мейданына, янына остановка бар. Бақан бір апай шығып отыр, өзбек сұфаты, яшчарақ. Сон Айше селямлашты, айта, бұл мен подругам, мен үшін айта. Сон келді, мен айтам, келіп кете, нете, сіз барып келмек керексіз. Она королева, русша айтты. К ней надо ходить. Не чтобы она ходила, а к ней надо ходить. Бүгін бұл королева бізге бұл қадар адам тоқлады. Айше, Қырым татар апай. Çok şey görgen, çok şeyge dayangan. Kırım milleti için çok hissesini koşkan bir apay. Детство Айше Апте пришлось на самые страшные годы в истории нашего народа. Она родилась в деревне Аджиали, маяк Салынского района Крыма. Была пятым ребенком в семье Найме и Сейтмурата Бурсиитовых. Когда ей было 4, отец ушел на фронт и больше не вернулся. А в 7 лет Айше вместе с матерью, 5 братьями и сестрой выслали из Крыма в Узбекистан. С родиной она, как и большинство наших соотечественников, не сможет увидеться в следующие полвека. После окончания университета с отличием Айше Сейтмуратова едет в Москву поступать в аспирантуру. Но в приеме ей отказывают и отправляют в Ташкент, в Институт истории Академии наук. Но и тут ее ждет отказ. Она возвращается в Самарканд, где работает в школе. Тогда же, в 1964 году, она примыкает к национальному движению. Пишет, участвует в распространении самиздата, ездит на встречи с партийной номенклатурой. А в мае 1966 года ее арестовывают. Айше Сейтмуратова получает свой первый срок, хотя и условный. Когда меня арестовали, приехали из Москвы, Комитет государственной безопасности Советского Союза, и я там сказала, 30 лет буду сидеть, если живую выпустите, все равно буду кричать, верните родину мою. В 1971 году Айше Сейтмуратову судили снова. На этот раз срок был вполне реальный – 3 года в мордовских лагерях. После освобождения она получила волчий билет и больше не имела возможности заниматься научной и преподавательской деятельностью. Подозревая, что власти намереваются поместить ее в психиатрическую больницу, Сейтмуратова эмигрировала в США. За границей она встречалась с мировыми лидерами и говорила о проблемах крымских татар. Но главным ее рупором на мировой арене стала работа на радио «Свобода» и «Немецкая волна». Ее передачи слушали и в СССР, что сделало ее настоящей легендой для молодого поколения инициативщиков. Айше Апте Сейтмуратову я слышал по «Голосу Америки» еще 1979-80-е годы. Это был голос свободы, потому что КГБ по национальному вопросу крымских татар вообще пыталась замолчать. Такой национальности, как крымские татары, в советской номенклатуре народов не было. Поэтому она освещала нашу проблему на весь мир. Такие люди, на мой взгляд, рождаются раз в столетие. 70 senelerin, 80 senelerin mele hareketке katnaşkan yaşlar bu pek gururlanaydılar Ayşe Сейтмуратованан. Biz her vakit onu ara yedik, dinle yedik. Bu принципиаль insan olarak bizge aklımızga kalıp gitti. В 1992 году Айше Сейтмуратова смогла вернуться в Крым, где сразу же включилась в борьбу народа. Помимо правозащитной деятельности, занималась благотворительностью. Основала благотворительный фонд Мерхамета ИВ, построила дом престарелых. В сложные времена доставляла в Крым медицинское оборудование, а за несколько дней до смерти пожертвовала всю свою библиотеку в фонд Крымско-татарского музея. Айше Апте была очень деятельным человеком, и несмотря на свой возраст, ей уже было за 80, она была полна сил и энергии. Ее было своеобразным завещанием, что детям родной язык
молодежи образование, а нации силы и постоянного движения. Сама ее жизнь, ее борьба – это своего рода наше духовное наследие. Поэтому ее имя вписано золотыми буквами в историю крымско-татарского народа. «Я пламенем сгорю на Красной площади», писала она в своем обращении к властям в 1978 году. Такой она и останется в памяти народа. Огнем, факелом, освещающим путь в борьбе за права крымских татар. А вот